Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 76 копеек, евро 71 рубль 16 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 50 копеек, продает Россельхозбанк за 64 рубля ровно. По евро в покупке лидирует Восточный банк, это 70 рублей 80 копеек, и продает выгоднее всего Россельхозбанк за 71 рубль 40 копеек. 42 образовательные площадки цифрового и гуманитарного профиля, мобильный технопарк «Кванториум», цифровой центр, IT-куб, эти и другие образовательные площадки, а также меры поддержки и развития системы образования будут созданы в ближайшие годы в республике. Якутия – одна из значимых субъектов страны, где успешно реализуется национальный проект образования. Подробнее готов рассказать наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Добрый день, Кристина. Сегодня в соответствии с подписанными соглашениями с Министерством просвещения Российской Федерации на территории региона реализуется 6 региональных проектов. Современная школа, учитель будущего, молодые профессионалы, успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда и поддержка семей, имеющих детей. Проекты реализуются в более 650 образовательных учреждениях региона. Далее рассмотрим показатели каждого. Благодаря реализации проекта «Современная школа» созданы 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций. Также создано более 300 новых учебных мест. По проекту «Учитель будущего». Этот проект направлен на повышение профессионального мастерства молодых специалистов. Сегодня благодаря реализации данного проекта создана единая электронная платформа «Новые возможности» для молодых педагогов Якутии, откуда они могут узнать о предстоящих курсах, о мероприятиях, которые проводятся на территории республики, а также найти нужную информацию для себя. Также созданы личные кабинеты более 15 тысяч педагогов Якутии. Проводятся республиканские конкурсы профмастерства, деловые игры и интеллектуальные мероприятия. Также успешно реализуется проект «Молодые профессионалы». Только за этот год было проведено 27 демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях по стандартам WorldSkills, где 15 из них сдали государственные итоговые аттестации по 8 компетенциям. Также в пилотном режиме в 12 профессиональных образовательных организациях прошли промежуточные аттестации по 9 компетенциям. Всего реализацией данного проекта были охвачены более 500 человек. Успех каждого ребенка – один из ключевых региональных проектов. Так, на сегодня благодаря этому проекту создан Центр развития современных компетенций детей на базе Северо-Восточного федерального университета. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом для 3000 детей в 38 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В столице республики хорошие показатели по этому проекту отмечены в работе детского кванториума. Именно на базе этой образовательной площадки созданы все условия для развития современного ребенка. Кванториум открылся в рамках регионального и федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. С началом реализации нацпроекта образования вся система образования заметно трансформируется. И мы в 2017 году открыли 9 актуальных современных технологических направлений. С момента открытия мы обучили около 2000 детей с 5 класса по 11 классы по всем этим 9 направлениям. У нас 12 соглашений с бизнес-партнерами, от которых мы получаем кейсы, то есть это задания от них, и мы реализуем от них проекты. Следующий проект, реализация которого показывает хорошие результаты, это цифровая образовательная среда. Именно благодаря этому проекту сегодня многие образовательные организации республики оснащены современными информационными технологиями, что дает возможность успешно вести образовательную программу. И последний проект – поддержка семей, имеющих детей. По проекту за этот год была проделана большая работа. Так были разработаны дополнительные профессиональные программы для специалистов, оказывающих услуги психологов,
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям. Была проделана работа по просветительской поддержке родителей. Всего только за этот год было оказано более 3000 профессиональных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и опекунам детей, в том числе с привлечением НКО, государственных и муниципальных организаций. Это лишь часть реализации национального проекта образования. В ближайшем будущем благодаря этому проекту будут созданы ряд образовательных площадок, в том числе 42 центра образования цифрового, гуманитарного профиля. Будут обновлены материально-технические базы ряда коррекционных школ. Будет создан мобильный технопарк «Кванториум» на базе действующего. Также планируется создать центр цифрового образования IT-Куб в Нюрбинском районе. На этом у меня все. Спасибо, Дмитрий, за информацию. Мы продолжаем. Ипотечный кредит со ставкой от 1% появится в ближайшее время в Сбербанке. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а кому будут доступны ипотечные кредиты на таких льготных условиях? Кристина, в первую очередь такая льготная ипотека будет предложена семьям детьми, приобретающим жилье по программе господдержки. Но есть одно очень важное условие. Жилье, которое будет приобретаться, должно быть построено застройщиком-партнером Сбербанка и обязательно с использованием эскроу-счетов. Это обзор экономических новостей, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках, сказал он. Самая низкая ставка будет доступна по программе господдержки для семей с детьми. Они получат скидку, если купят жилье в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу. Какие квартиры могут быть проданы по сниженной цене, будут определять сами застройщики. Национальный расчетный депозитарий будет страховать негосударственные пенсионные накопления граждан России в размере до 1 400 000 рублей. Этим государство планирует защитить как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход. Национальный расчетный депозитарий будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта. Отдачу от этих длинных денег государство рассчитывает получить уже через 2 года. Это необходимо, чтобы обеспечить рост ВВП на 3% в 2021-2022 годах. За 40 лет трудового стажа человек может сменить 5-6 мест работы. Если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой негосударственный пенсионный фонд у него был много лет назад, отмечают аналитики. Планируется, что центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял некоммерческий пенсионный фонд или работу. По состоянию на середину 2019 года количество долларовых миллиардеров в России по сравнению с периодом 12-месячной давности выросло с 74 до 110 человек, а долларовых миллионеров со 172 до 246 тысяч человек. Тем временем во втором квартале этого года 18,5 миллионов россиян или 12,7% населения страны получали доходы ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, с 90-х годов в стране ежегодно растет индекс Джини, который отражает степень материального неравенства в распределении доходов по различным группам населения. Этот показатель оценивается по шкале от 0 до единицы, где приближающееся к единице значение указывает на большее неравенство концентрации доходов. В прошлом году данный индекс составлял 0,411 пункта, что, по мнению аналитиков, свидетельствует об очень сильном социальном неравенстве в современной России. Спрос на бензин в России в этом году упал на 1% по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. По словам экспертов, даже такая небольшая цифра для рынка бензина серьезна и может расцениваться как тревожный знак. За последние десятилетия подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на это влияла изменившаяся экономическая обстановка. Несмотря на это, в Министерстве энергетики России заявили, что значительного падения спроса на внутреннем рынке в этом году не наблюдают и назвали ситуацию с обеспечением топливом стабильной. По данным Министерства, отгрузки бензина российским потребителям сократили всего на 0,4%, а его запасы составляют более 1,5 миллиона тонн.
Якутия может официально стать региональным оператором фонда Сколково. Вице-президент по развитию деятельности фонда Сколково на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин отметил, что с этого года после подписания такого соглашения все якутские технологические компании будут получать поддержку не только сервисную, но и налоговые льготы. В фонде идет разработка нового регламента по взаимодействию с региональными операторами. Если республика получит этот статус, то местные компании и резиденты Сколково смогут получать налоговые льготы в самом регионе. Сапрыкин добавил, что Якутия и фонд Сколково несколько лет назад подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках каждый год подписывается конкретный план инновационных мероприятий. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а об изменениях в экономической ситуации в стране обязательно расскажу в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо, Иван. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. В районе Сергеляхского шоссе появится еще один бункер-накопитель для твердых бытовых отходов. Компания «Якутская Кассети» практикует установку больших контейнеров пока только для юридических лиц в тех местах, где больше всего скапливается твердый мусор. Подробнее об установке бункеров нам готова рассказать наш корреспондент Ульяна Шагина. Она на прямой связи с нами. Ульяна, здравствуй. Расскажи, что за установки и для каких отходов они в первую очередь предназначены. Добрый день, Кристина. Бункеры, а точнее бункеры-накопители для твердых бытовых отходов. Это такие вот специализированные контейнеры для сбора твердого мусора. Вместимость их 8 кубических метров, что в десятки раз превышает возможности обычного контейнерного мусорного контейнера. Устанавливаются они именно в тех местах, где больше всего накапливается твердый мусор. Первый опыт установки такого бункера был на Короленко-2. И он показал уже, что это, в принципе, неплохая затея. Как для самих, удобно это как для самих организаций, так и для Якутской Экосети, потому что мусор здесь утрамбовывается, и по мере накопления его мусор можно утрамбовывать, а после того, как уже мусорный контейнер или бункер накопится, его вывозят специальной спецтехникой. По словам самих специалистов, если раньше приходилось контейнеры вывозить каждые 1 или 2 дня, то с установкой такого бункера теперь приходится это делать раз в неделю, что тоже экономически очень выгодно для Якутской Экосети. Помимо Короленко-2, сегодня такой же бункер установили в частном секторе на Сергеляхском шоссе, рядом с остановкой Пески. Ну а уже второй день такой же бункер работает у нас на Крестьянском рынке, где мы сейчас и находимся. И мы спросили у главного инженера, насколько это удобно. У нас подрядчиком является по вывозу мусора Экосети. Вот они предоставили нам большие баки для вывоза мусора. У нас вот рынок большой, скапливается очень много мусора, поэтому нам бы еще такой большой контейнер поставить, чтобы вывоз мусора было удобным. У них очень удобные эти контейнера для вывоза. У нас маленькие баки очень быстро заполняются, поэтому нам бы еще один такой не помешало бы поставить. Я думаю, проект хороший для большого мусора. Вот мелкие все ящики, не ящики помещаются, маленькие бачки, а вот крупногабаритные не помещаются, поэтому такие баки ставить очень удобно. В планах у Якутской Кассети, конечно же, увеличить количество таких бункеров. Проблема пока только в стоимости. Пока на балансе Якутской Кассети только 3 таких бункера, которые идут вместе со спецтехникой. Тем не менее, сейчас рекоператор работает над поиском изготовителя именно в Якутске. Также отмечу, что помимо бункеров Якутской Кассети сегодня обслуживает контейнера по всему городу Якутску. Также с недавнего времени начали позвонковый мешковый мусор. Это когда мусор собирается и
специальная спецтехника вывозит ее с дорог. Якутская Осетия в связи с тем, что поменялось руководство, работает, пытается систематизировать свою работу. И, конечно же, можем сказать сегодня, что это видно. Мусора в городе стало намного меньше. И новые бункеры, они должны стать решением, одним из решений всей мусорной проблемы в городе. У меня все, Кристина. Ульяна, спасибо. Я напомню, на прямой связи с нами была моя коллега Ульяна Шагина. Мы продолжаем. Нюрнбергские полицейские поймали грабителя. В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный открыто похитил у нее дорогостоящий телефон. Подозреваемым оказался ранее судимый безработный 23-летний мужчина. Установлено, что в день преступления подозреваемый, как и потерпевшая, в ночное время находились в одном из увеселительных заведений города. Выйдя на улицу, мужчина увидел девушку, с которой решил познакомиться. Перекинувшись парой фраз, девушка сказала, что ей пора идти домой. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, почему он решил ограбить девушку? Да, Кристина, как было установлено, парень заметил смартфон еще во время разговора. И когда девушка ушла, он решил последовать за ней. Догнал, выхватил телефон из рук и просто сбежал. Сейчас телефон изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Ленском районе возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Прокуратура Ленского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Установлено, что между администрацией поселка Витим и одним из индивидуальных предпринимателей заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту фундамента многоквартирного жилого дома в поселке. Сумма контракта составила свыше 2 миллионов рублей. Стороны подписали акты приемки выполненных работ, на основании которых предпринимателю произвели полную оплату по заключенному контракту. Проверка же выявила, что работы по ремонту фундамента многоквартирного дома выполнены не в полном объеме. Разница же между фактически выполненными работами и суммой произведенной оплаты составила более 340 тысяч рублей. Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации «Служебный подлог». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры Ленского района. В Якутске следователи проводят проверку по факту оставления в опасности малолетнего ребенка. Напомню, что полуторагодовалого мальчика обнаружили в подъезде жилого дома. Днем 18 октября в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Якутска. Женщина сообщила о том, что в подъезде дома находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили полуторагодовалого мальчика, рядом с которым находились пакеты с вещами и продуктами питания. Ребенок одет по сезону, видимых повреждений не обнаружено. По данному факту проводится проверка. Мальчик был доставлен в городской специализированный дом ребенка. Его осмотрели медработники, которые сообщили, что мальчик здоров, телесных повреждений не имеет. Личность малыша установлена. На сообщение о его обнаружении из Санкт-Петербурга откликнулась бабушка мальчика. Следователи и сотрудники полиции продолжают поиски матери ребенка. По факту избиения малолетнего ребенка в Якутии возбуждено уголовное дело. Напомню, что в соцсетях распространилась информация об избиении малолетнего ребенка и доставлении мальчика в больницу с телесными повреждениями. К сообщениям прилагались фотографии ребенка с явными следами насилия на лице, теле, руках и ногах. По этому факту была назначена доследственная проверка. По ее результатам возбудили уголовное дело по статье «Истязание лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Установлено, что инцидент произошел в селе Булгуняхта Хангаласского района. Ребенок был доставлен в больницу города Якутска с общими побоями, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами мягких тканей головы и тела. В ходе процессуальной проверки получены данные о том, что к нанесению телесных повреждений причастен 32-летний отчим мальчика, который избил ребенка в то время, пока его мать находилась на работе. Мужчина допрошен следователями в качестве подозреваемого. Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал. В настоящее время состояние здоровья мальчика вне опасности. Медики готовят его к выписке из больницы. Первоначально проверку данного факта осуществляли сотрудники полиции.
Постановлением районного прокурора материалы проверки изъяты из органов внутренних дел и переданы в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия, где они соединены с материалами уголовного дела. Расследование продолжается. В рамках расследования уголовного дела также будет проверена деятельность органов системы профилактики. Также в жестоком обращении со своей дочерью подозревается жительница Оленёкского района. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, обвиняемая проявляла жестокость и систематически применяла к своей малолетней дочери недопустимые методы воспитания и обращения за незначительные провинности. Органы предварительного расследования установили не менее 10 отдельных фактов жестокого обращения, согласно которым обвиняемая, в частности, избивала свою малолетнюю дочь, дергала за волосы и толкала. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Ребенка у нерадивой матери отобрали, и органы опеки приняли меры к ограничению ее в родительских правах. Мигранты устроили беспорядки в лагере временного содержания на Мальте. Они подожгли жилые помещения и автомобили. Один полицейский получил ранение. Подробности в следующем репортаже рассказывает Сергей Берец. Поздно вечером в воскресенье центр временного содержания мигрантов на Мальте охватили беспорядки. Участники волнений, причина которых устанавливается, подожгли бывшие казармы британской армии в Хальфаре и несколько автомобилей, швыряли камни в сотрудников учреждения. Взбунтовавшиеся мигранты захватили часть территории лагеря, расположенного в 13 километрах к югу от Ла-Валетты. По информации местной полиции, ситуацию удалось взять под контроль около 4 часов утра в понедельник. Один сотрудник получил легкое ранение. Пожарные потушили здания и машины. Расположенные на Мальте центры временного содержания людей, пытающихся пересечь Средиземное море и нелегально попасть в Европу, функционируют на пределе возможностей. В конце сентября несколько стран ЕС согласовали план по приему и размещению лиц, стремящихся получить убежище на континенте. За это время только на Мальту прибыли сотни потенциальных переселенцев. Они, а также представители гуманитарных организаций, жалуются на плохие условия жизни в палаточных городках и других местах, где мигранты дожидаются решения своей участи. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Кристина, на этом у меня все новости. О самых интересных событиях в следующих выпусках. Спасибо, Юрий. Больше 300 обращений поступило в травмпункт Якутска за прошлую неделю из-за последствий падения людей в период гололеда. Потепление в конце прошлой недели только усугубило обстановку. Дороги и тротуары захвачены льдом. Горожане жалуются на бездействие коммунальщиков. Саргалана Захарова с подробностями. Город-сказка, город-мечта, но только для любителей конькобежного спорта. А вот для обывателей такая ледяная сказка может обернуться серьезными травмами. Только за прошедшую неделю в Якутске в травмпункт обратились больше 300 человек с последствиями от гололеда. Вот и для Матрёны Слепцовой поход с работы до дома обернулся переломом ноги и временной нетрудоспособностью. Как минимум месяц в гипсе придется проходить, говорит женщина. А это еще и серьезный удар по кошельку. С работы вышла. И поскользнулась, упала. Женщина подошла, помогла, зашла, а там у меня уже опухла вся. И что не работаю, очень сказывается, тяжело. И на лекарства сама покупаю. Разбираться и искать виновных женщина не хочет. Беготни по больницам и без того хватает. Чаще всего люди в сезон гололеда ломают кости предплечья и голени. Страдают больше представители старшего поколения. Даже небольшое падение для них чревато серьезными повреждениями. Бывают и такие примеры, когда гололед доводит людей до операционного стола. Тяжелые случаи были. Мы их сразу направляем в стационар на предмет оперативного лечения. Это травма головы или еще спитным получается. Позвоночного столба. Борются с наледью песком, засыпают дороги и тротуары. Использовать другие средства в наших условиях пока невозможно, говорят в мэрии. И дорого. К сожалению, в тех условиях, которые там имеются, чисто по экологическим нормам, мы не можем там складировать снег с солью, скажем так, потому что у нас таких мероприятий просто не предусмотрено. И в связи с недостаточными источниками финансирования мероприятия по проектированию, по обустройству данного полигона, к сожалению, не доведены до конца. В службе эксплуатации городского хозяйства считают, что сильного гололеда в столице нет. Однако горожане другого мнения. Люди ноги ломают. У нас коллега вчера руку сломала, когда шла на работу. Здесь все люди катаются. Дай бог, чтобы никто бы не упал. Вчера был такой гололед, что я подскользнулся и упал.
А я сегодня упала. Очень скользко. Вот идешь сейчас вообще еле-еле перешагиваешь. Справедливости ради стоит отметить, что немаловажным фактором в появлении гололеда все же остаются резкие перепады температуры. Они, в свою очередь, по традиции наступают нежданно-негаданно. Только вот ежегодный характер скользкого явления заставляет насторожиться. Только ли погода виновата в гололеде? Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Георгий Григорьев, Якутск. Первый пешеходный светофор с кнопкой появился в Нерюнгри на перекрестке при пересечении центральных улиц Ленина-Геологов. Сейчас на месте находится наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй. Расскажи, чем обусловлена установка светофора с кнопкой и стало ли горожанам удобнее благодаря этому? Да, Кристина, добрый день. В городскую администрацию поступали сигналы от горожан о том, что светофор на пересечении улиц Ленина и Геологов работает неправильно и нелогично. Конечно, на достаточно широкую улицу пешеходам давалось всего 11 секунд, чтобы перейти. К примеру, пожилые люди стабильно переходили в 2 этапа, останавливаясь посреди дороги, когда 11 секунд заканчивались. Госавтоинспекция выписала предписание городским властям, чтобы они увеличили длительность пешеходного перехода для безопасности участников дорожного движения. Это было сделано сегодня. Светофор работает на 29 секунд. Это времени вполне достаточно, чтобы перейти эту широкую дорогу. Так как около перекрестка не находится больших торговых центров и досуговых организаций, этот перекресток немноголюдный. Но все-таки те люди, которые поблизости живут, им было необходимо это увеличение времени. Сегодня мы поинтересовались у нерюнгринцев, стало ли удобнее им в связи с увеличением времени. Очень хорошо стало. Раньше на светофор невозможно было пройти 11 секунд. Это физически не хватало. Хватало только пройти половину дороги. Сейчас же с введением вот этой кнопки, как прям в больших городах, я ощутила удобство, что я спокойно перешла дорогу, не торопясь и не бежа, так сказать. И мы еще раз напомним, что пешеходам следует быть внимательнее и переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора. Кристина. Екатерина, спасибо. Я напомню, на прямой связи из Нерюнгри была моя коллега Екатерина Павлова. Крупнейшие австралийские издания в понедельник вышли с первыми полосами, подвергшимися цензуре. Закрашенные черным строки протест журналистов против давления властей на свободу слова. Подробнее Елена Островская. Первые полосы крупнейших австралийских изданий в понедельник выглядели пугающе одинаково. Закрашенные черным строки и фотографии безошибочно отсылали к цензурной правке. Обычно конкурирующие издания таким образом решили совместно выступить против давления властей на средства массовой информации. Пункт о свободе слова вообще не прописан в Конституции Австралии. Как утверждают журналисты, с 2001 года власти приняли свыше 70 законов в сфере безопасности, повлиявших на свободу прессы. Последний из них в 2018 году ввел уголовную ответственность за разглашение государственной тайны. Австралийские издания утверждают, что таким образом власти пытаются засекретить не только сведения о военных и спецслужбах, но и важную для общества информацию. К примеру, о домах престарелых, где плохо обращаются с пациентами. Первые совместные акции конкурирующих изданий прошли в июне, после обысков в некоторых редакциях и у журналистов по делу об утечке секретных документов. Лувр готовится к открытию крупнейшей в истории выставки работ Леонардо да Винчи. Она приурочена к 500-летию со дня смерти итальянского мастера эпохи Возрождения, рассказывает Елена Островская. От Мадонны Бенуа до витрувианского человека. К 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи Лувр открывает чуть ли не крупнейшую в истории ретроспективу его творчества. Курирует выставку Винсан де Левен. Музей Лувра должен был отметить 2019 год, ведь Леонардо да Винчи решил перебраться во Францию в 1516-м. Именно здесь он и умер 3 года спустя. Благодаря этому у нас в Лувре хранится целых 5 его картин.
Свои экспонаты одолжили Парижу крупнейшие мировые собрания. От Петербургского Эрмитажа до Ватикана и Нью-Йоркского Метрополитена. Посетители смогут увидеть свыше 160 работ мастера. Среди них скульптуры, картины, рисунки, наброски, записи. Под большим вопросом буквально до последних дней был приезд в Лувр Хомо Витрувиана, одного из самых узнаваемых изображений в мире. Иллюстрация размером 34 на 24 сантиметра для книги, посвященной трудам античного римского архитектора Витрувия, хранилась в Венецианской галерее Академии. Против его транспортировки выступала организация «Италия Ностра», однако суд активистов не поддержал. Витрувианский человек – самый известный рисунок Леонардо, так что мне вполне понятны опасения моих венецианских коллег, ведь это всего лишь лист бумаги. Но рисунок в хорошем состоянии, его вполне можно было везти из Венеции в Париж, и мы просто счастливы, что он стал частью выставки. Ученые расходятся во мнениях о точном количестве дошедших до нас завершенных картин кисти да Винчи – от 14 до 17. 10 из них выставлены сейчас в Лувре. К примеру, у нас тут прекрасное полотно из Эрмитажа в Санкт-Петербурге «Мадонна Бенуа». Впервые к нам приехал незавершенный святой Иероним из Ватикана. Еще есть, возможно, самый прекрасный рисунок Леонардо – голова женщины. Выставка вызвала дипломатический конфликт между Парижем и Римом. Некоторые итальянские политики резко критиковали Францию за присвоение себе памяти о да Винчи. Куратор экспозиции с этим не согласен. Бесспорно, Леонардо – итальянский гений и всему научился в Италии. Он не француз, он лишь провел здесь последние годы, поэтому у нас хранится так много его работ. Но будучи итальянцем, он стал универсальным гением. Его работы, картины, наброски впечатляют весь мир. Самая известная картина да Винчи частью экспозиции не стала. «Мона Лиза», которую ежедневно в Лувре посещают около 30 тысяч человек, со своего места не тронется. Пропускная способность залов, где разместилась ретроспектива, слишком мала, чтобы вместить всех желающих восхититься улыбкой Джоконды. Выставка открывается в четверг и будет работать до 24 февраля. Но посетить ее смогут лишь те, кто заранее озаботится покупкой билетов через сайт Лувра. Высокогорный турнир по гольфу в Непале пришлось провести по сокращенной программе, поскольку большинство участников не смогли попасть на место из-за нелетной погоды. Те, кому удалось добраться до поля на высоте более 4000 метров, вписали свои имена в историю спорта. Сергей Берец с подробностями. Густая облачность, окутавшая окрестности Эвереста в Непале, помешала спортсменам добраться до самого высокого в мире поля для гольфа. Из 40 потенциальных участников турнира вертолеты доставили на площадку, разбитую на склоне горы Конгдери, лишь нескольких игроков. Таким образом, первый в своем роде турнир, организованный компанией Бахаракхари Медиа, прошел в воскресенье по сокращенной программе. Спортсмены били клюшками по мячикам и загоняли их в лунки на высоте 4250 метров над уровнем моря. Еще 8 человек сыграли на импровизированном поле рядом с аэропортом Лукла на высоте 3880 метров. По словам организаторов, они не отказываются от идеи установить мировой рекорд. Непальский гольфист Раджив Бикрам Шах верит в успех предприятия. Дело даже не в победе, а в новизне. Впервые в истории Непала, а то и всего мира, играют в гольф на такой высоте в окрестностях Эвереста. Следующий этап соревнований пройдет 26 октября в Катманду. Предыдущий высотный рекорд был установлен в индийском штате Сикким, где поле для гольфа находится на отметке 3960 метров. Это были мировые новости на Якутии 24. В России начался осенний призыв в армию. В городском военкомате сотни молодых людей проходят медицинскую комиссию и ждут вердикта врачей, годен или нет. Сейчас в военкомате находится мой коллега Александр Хавренко. Он на прямой связи со студией. Саша, приветствую. Многие ли хотят пойти в армию? Приветствую, Кристина. Сегодня очень много молодых ребят пришли в военкомат, чтобы пройти комиссию. И что отрадно, почти все из них желают, чтобы их отправили служить в войска, потому что в последнее время служить стало
выгодно, служить стало модно, служить стало престижно. То есть такого количества уклонистов, как это было еще несколько лет назад, уже не наблюдается. Мы буквально вот только что переговорили с заместителем военного комиссара республики, который нам рассказал о том, как идет военный призыв на военную службу осенью. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Ну, особенность этого призыва в соответствии с директивой Генерального штаба от 2017 года. Мы не привлекаем 14 северных районов, на призывную кампанию не будет привлекаться. Общий объем призываемых в ряды вооруженных сил остался в том же объеме, чуть меньше, чем весенний призыв. Но контингент набирается. Особых таких трудностей пока нету. Ну и ребята в последнее время с большим желанием стали призываться в ряды вооруженных сил. Мы идем навстречу пожеланиям ребят, которые желают воздушно-десантно. Если нет ограничений по медицинским показателям, они все хотят служить в военно-воздушных силах, воздушно-десантных силах и военно-морском флоте. Мы же пожелания каждого призывника учитываем. Вот с этой целью я даже им раздаю свой телефон. Мой телефон доступен для всех призывников 8 914 2 710 219. Это один телефон. И второй телефон 8 924 870 44 05. В любое время дня и суток каждый призывник имеет право взять консультацию. Поэтому я всем призывникам рассказываю и объясняю, и учитываю их пожелания для прохождения военной службы. Ну и как отмечают врачи врачебной комиссии, примерно 65% призывников годны к воинской службе, а 40% имеют высшую категорию здоровья, категорию А, то есть готовы идти служить в десантные войска. И, скорее всего, при таком наплыве призывников и при таком уровне их здоровья осенний призыв закончится гораздо раньше срока. Кристина? Саша, спасибо. На прямой связи с нами был наш коллега Александр Хавренко. Перейдем к новостям спорта. Учебные тренировки у лыжников в Алдане идут полным ходом. Центр спортивной подготовки принял порядка 200 спортсменов. Это сборные Дальнего Востока и Якутии. В ближайшее время ожидается прибытие команды из Мирного. Условия спортсмены находят оптимальными. Тренировкам не помешала даже нежданная оттепель. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Второклассник Марк – самый юный лыжник сборной города Хабаровска. На лыжи он встал раньше, чем пошел в школу, благодаря папе-тренеру. А в Алдан Марк приехал впервые. Напряженный режим тренировок маленького спортсмена совсем не утомляет. На лыжах очень хорошо кататься и очень интересно. У меня есть первые места по лыжам и по роллерам. Всего в команде города Хабаровска 16 спортсменов. Зимний сезон в Южной Якутии сборная открывает не в первый раз. Осенние условия для учебных тренировок лыжники находят оптимальными. Здесь и летом уже приезжаем, третий год. В августе месяце у нас традиционные сборы. И приезжаем на вкатывание, также второй год подряд. Все очень нравится. Погода замечательная, условия проживания хорошие. Рельеф, снег, все устраивает. Вкатку на южно-якутских трассах начали сборные всего Дальнего Востока и зарубежья. В октябре Алданский центр спортивной подготовки принял порядка 200 спортсменов. Приехал полноценно весь Дальний Восток, начиная с Приморья, Хабаровский край, Амурская область, ну и, соответственно, наша необъятная республика. Тоже уже здесь находится на сборах, на первом снегу. Некоторые коррективы в осеннюю вкатку внесла погода. Неожиданная оттепель, когда минус вдруг сменился на плюс, не лучшим образом сказалась на состоянии лыжных трасс. Последствия метеорологических сюрпризов устранялись в рабочем порядке. Да, на сегодняшний день, конечно, снежочек у нас подтаял. Можно это увидеть по нашему стадиону. Но мы все равно ведем борьбу о том, чтобы наша трасса была заснеженная. Поэтому сам снег на лесных наших трассах, он остался вполне достойно. Потепление спортсменов не обескуражило. На режиме тренировок плюсовая температура не отразилась. К тому же в ближайшее время погода войдет в привычную для октября колею. По прогнозам синоптиков, в течение недели ожидается похолодание и снегопады. Тут очень тепло и
И здесь хорошая трасса, лучше, чем в Хабаровске. В ближайшие дни в Алдан приедут еще несколько команд из разных районов республики. Учебно-тренировочный период у спортсменов продлится до начала ноября. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ленская федерация лучников ежегодно участвует в конкурсе на распределение грантов от района. Стрельба из лука – недешевый спорт. Стоимость самого главного инвентаря может легко перешагнуть 100 000 рублей. Как помогают дополнительные денежные средства и какую стратегию развития наметили ленские лучники, мы расскажем в сюжете далее. Спокойной, уверенной рукой стрелу выпускают точно в цель. Невозмутимость и уравновешенность – главные качества лучников. Этот вид спорта такой серьезный, он требует спокойствия, анализирования своих действий. Причем это не спонтанные, да, должны быть действия обдуманные. Здесь должно быть развита и логика, и мышление. Поэтому, видимо, лучники, они стрессоустойчивые. В Ленске секция стрельбы из лука открыта с 2012 года исключительно для взрослых спортсменов. Именно они стали ядром сборной Ленского района по стрельбе из лука. Они же представляют федерацию по этому виду спорта. Да, федерацию мы создали в 2017 году в связи с тем, что, в принципе, планы стоят грандиозные. Решили, что нам необходимо создать такую федерацию для того, чтобы выходить и грантовую поддержку какую-то оказывать, значит, и для того, чтобы выходить на республиканскую федерацию и в Российскую федерацию, значит, мы вступили. Теперь федерация каждый год участвует в районном конкурсе на распределение грантов. В 2018 году на выигранные средства закупили спортивные луки, обычные и 3D-мишени. На средства, полученные в этом году, купили луки для продвинутых стрелков. Они претендуют на кандидатов в мастера спорта. Здесь уже другой уровень инвентаря. Еще один шаг к развитию этого спорта в районе – набор в детскую секцию. Специально для обучения юных лучников в Ленск пригласили опытного тренера. Дети тренируются с 5 класса, 6 класса. И как бы вот для них есть тоже вот легкие луки специальные. Подбираем луки специально, настраиваем под этого ребенка. Да, это сложный вид спорта. Тут нужно спокойствие, нужно и как бы устойчивость, да. Первая группа детей уже набрана, идут тренировки. Шумные непоседы под присмотром тренера учатся контролировать свои эмоции, не баловаться с нешуточным инвентарем. В качестве разгрузки после тренировок разрешается пошуметь и поиграть. Я не так давно хожу, но много уже. Многому научился. Стрельба из лука очень интересна. Сегодня у двух спортсменов из взрослой секции есть все шансы защитить звание мастера спорта. Это возможно сделать на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в ноябре и декабре этого года. Сейчас федерация ждет решения по очередной заявке на грант. Если ее одобрят, сборная Ленского района отправится на престижные соревнования за новым опытом. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Россиянка Мария Лосицкена вошла в шорт-лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы года. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, кто еще претендует на этот приз? Кристина, здравствуй. Помимо Лосицкена на звание лучшей легкоатлетки Европы претендует бегунья британка Дина Ашер-Смит и голландка Сифан Хасан, а также прыгунья в длину из Германии Малайка Михамба. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российская прыгунья в высоту Мария Лосицкена попала в шорт-лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Напомню, в октябре Лосицкена выиграла мировое первенство в Дохе, став первой в истории трехкратной чемпионкой мира. Также она является четырехкратной победительницей бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы. Конкуренцию россиянки в борьбе за приз составят бегунья Дина Ашер-Смит и Сифан Хасан, а также прыгунья Малайка Михамба. Им о победительнице станет известно 26 октября. Федерация тенниса России объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса. В команду вошли Данил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе «Б». Первый матч россияне проведут 19 ноября против сборной Испании, в составе которой сыграют Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста Агут, Пабло Карреньо Буста, Филосена Лопес и Марсель Гранолерс. Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Хорватии.
Московский ЦСКА со счетом 5-2 выиграл у нижегородского «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе армейцев дубль оформил Никита Нестеров. По одной шайбе забросили Линдон Вэй, Иржи Секач и Константин Акулов. У проигравших отличились Пол Щехюра и Георгий Мишарин. ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции, набрав 35 очков. «Торпедо» идет на четвертой строчке, имея в активе 25 баллов. В следующем матче регулярки армейцы на своем льду встретятся с кельсинским «Йокеритом», а нижегородцы дома примут столичный «Спартак». Стали известны имена игроков, номинированных на звание лучшего футболиста мира. На приз «Золотой мяч», вручаемый французским изданием «France Football», претендуют 30 футболистов. Среди них стоит отметить пятикратных победителей премии португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Также высокие шансы на победу имеет лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА – голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. В 2018 году «Золотой мяч» выиграл хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в этот раз не попал в число номинантов. Церемония вручения премии пройдет 2 декабря в Париже. Московский «Локомотив» может доставить серьезные проблемы футболистам туринского «Ювентуса». Такое мнение высказал главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри. Напомню, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локо» и «Ювентусом» пройдет этой ночью в Турине. В первых двух матчах группы железнодорожники в гостях победили немецкий «Байер» со счетом 2-1 и проиграли дома от испанского «Атлетико» со счетом 2-0. Мы видели, как они играли в Ливеркузене, мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее, сказал Сарри. В Якутске стартовал розыгрыш Кубка главы города по мини-футболу. Принять участие в традиционном турнире заявилось 45 команд. Выявление победителей и призеров будет проходить по олимпийской системе. В минувшие выходные состоялись встречи 1/32 финала. Все игры, кроме финала, будут проходить в выходные дни в зале детско-юношеской спортивной школы номер 4. Главный же матч Кубка состоится 4 ноября на паркете Дворца спорта 50 лет Победы. Напомню, действующим победителем турнира является столичная команда «Барс». Николай Валуев встретился с юными боксерами в Якутске. Встреча прошла накануне в Центре спортивной подготовки «Триумф». В ходе мероприятия именитый спортсмен ответил на различные вопросы, в том числе про его вес. Валуев сказал, что похудел на 10 килограммов и в данный момент весит 160 килограммов. Также он отметил, что успеха в спорте можно достигнуть только благодаря дисциплине и упорству. В планах у депутата Государственной Думы провести переговоры по организации различных соревнований. Основной же целью визита является встреча с Министерством природы республики. Танцоры из Якутска и Мирного представят республику на международных соревнованиях по танцевальному спорту Russian Open Championship 2019. За команду республики выступят 7 пар спортсменов. По данным Союза танцевального спорта региона, на прошлой неделе сборная отправилась в Москву и активно готовится к турниру. Всего на соревнования по танцевальному спорту прибудут более 6 тысяч пар из 42 стран. Определение сильнейших пройдет в 27 дисциплинах. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Кристина, вам слово. Власий, спасибо. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 4 градуса, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Ленске также минус 4 градуса, ветер 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты тоже минус 4, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 2, давление 697 миллиметров ртутного столба, ветер в порывах до 5 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас минус 2 градуса, ветер 2 метра в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и не переключайтесь.